Итоги прошедшего года подводили и в Государственном архиве республики. Здесь состоялось заседание коллегии, в состав которой, помимо сотрудников ведомства, вошли также представители Народного собрания и правительства. Помимо достигнутых результатов, прозвучали и проблемы, с которыми сегодня приходится сталкиваться сотрудникам этой важной государственной структуры. Подробнее расскажет Фатима Катиева. В зале собрались хранители истории народа. Их скромный, но очень необходимый труд является неоценимым вкладом. Они не просто говорят о тех или иных событиях, но подтверждают все документально. Госархив республики подводит итоги 2020 года. Руководитель, выступая перед собравшимся, рассказал о достижениях. Судя по докладу, их у коллектива было немало. По указу главы Республики Ингушетия Махмута Али Муршариповича Кариматова в 2019 году было принято историческое решение для нас о восстановлении самостоятельного исполнительного органа в сфере архивного дела Государственной архивной службы республики. Одним из таких важных вопросов, которые удалось решить в течение 2020 года, это было принятие закона об архивном деле. И на основе этого закона уже будет формироваться вся остальная нормативно-правовая база в сфере архивного дела. И будут обеспечены надлежащие условия для обеспечения сохранности документов, комплектования, использования документов Архивного фонда Республики Ингушетия. Доклад руководителя был содержательным. Это отмечали и гости, которые с удовольствием послушали и, соответственно, дали свою оценку. В коллегии приняли участие федеральный инспектор, представители Народного собрания и правительства. Мария Мамыриева подчеркнула важность архивной службы и что необходимо оказывать ей всяческую поддержку. Наша архивная служба довольно-таки успешно работает по комплектованию тех материалов исторических, которые относятся аж к 18, 19, 20 веку. Это очень важно. 2020 год был непростым для всех, но несмотря на все сложности, в том числе связанные и с пандемией, сотрудники Госархива потрудились на славу. Об этом говорят цифры, приведенные в докладе руководителя службы. Они являются главными собирателями и хранителями всех сведений в разных отраслях. Это социальная сфера, медицина, культура, исторические документы и многое другое, сказал федеральный инспектор Виталий Смирнов. Без звона колокольного делают такое великое, большое дело. Даже просто перечисление, арифметическое, скучное, довольно статистическое перечисление, оно рисует очень такую, я бы сказал, эпическую картину той работы, которую проводите вы. Люди очень скромные, и за это вам огромное спасибо. Магомед Картоев поделился и с планами на 2021 год. Перед собой ставит большие цели и задачи и уверены в том, что все получится. Просто нужно неустанно трудиться. Первое, на что мы обратим внимание, это проведение мониторинга состояния архивного дела республики, сформирование той архивной системы, которая должна быть, то есть с учетом и работы в ведомственных архивах и муниципальных архивов, реализация в полном объеме наших контрольных функций в сфере архивного дела. То есть вот такие планы у нас есть, то есть проведем мониторинг и разработаем стратегию развития архивного дела. Вместе с тем имеются и серьезные проблемы, требующие скорейшего решения. Хранилища архивов загружены на 100%. Из-за дефицита площадей вынужденно нарушают правила пожарной безопасности. И решить эти вопросы невозможно без финансирования. Необходимо строительство новых хранилищ. Также требуется строительство специализированного здания Государственного архива с читальным залом, лабораториями по оцифровке и реставрации документов с соблюдением всех современных норм. Заслушав проблемную сторону, заместитель председателя правительства и федеральный инспектор пообещали принять самое активное участие в решении всех этих вопросов. Фатима Катиева, Мадина Марзиева, Малсак Агиев, Вести, Ингушетия.